От имени Комитета семей воинов Отечества я поздравляю всех героев, которые сегодня защищают нашу Родину, всех героев, которые сегодня работают в тылу, всех наших волонтеров и общественников, и особенно семей. Поздравляю с этим днем. И сегодня то, что вот мы День Героев Отечества проводим совместно с историческим парком, это очень символично и знаменательно. Исторический парк постоянно служит постоянным партнером Комитета семей воинов Отечества. И сегодня выступление директора Дмитрия Ивановича, который вот именно молодому поколению очень хорошо разъяснил суть именно специальной военной операции. Мы должны, вот как я уже сказала, помнить героев, которые именно там защищают, и героев, которые сегодня здесь в тылу приближают победу. У меня родной брат Попов Егор Николаевич, участник специальной военной операции, и он, к сожалению, погиб героически, защищая нашу Родину, нашу Россию. И сегодня, 9 декабря, День Героев Отечества, в нашем историческом парке мы собрались все, кто помнит и кто здесь в тылу. Мы должны увековечить своих героев и участников в данное время специальной военной операции. В рамках мероприятия ко Дню Героев Отечества для участников мероприятия прошла бесплатная экскурсия по постоянным выставкам исторического парка. Трудно для страны время. Мы, добровольцы, вместе плечом к плечу с мобилизованными и контрактниками исполняем свой воинский долг. От бойцов Барса-2 Батур! Ура! Байкал! Ура! Байкал! Ура! Байкал! 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 Вот это наше боевое знамя, которое в этом году получил орден «Доблесть второй степени». Это боевое знамя нашего подразделения Барс-Батур, второй добровольческий отряд. С Батура у нас один герой, Александр Григорьевич Колесов, но он нам очень помогает. Благодаря Александру наши ребята с этого года, да, скажем так, все выезжают на стрельбы, полигон Сулус, которым он завидует. Благодаря ему ребята проходят 100% подготовку. Учебный центр специальной военной подготовки «Ботур» создан в 2022 году по инициативе общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий Якутии за Отечество. За 2 года работы бойцы «Ботур» стали легендой и образцом патриотизма и преданности Родине. Совместно с администрацией главы и правительства Республики Саха и Якутия было принято решение об обязательной необходимости обучения добровольцев навыкам военной подготовки. Сегодня учебный центр «Ботур» является единственным местом на территории Якутии комплексного обучения современным военным навыкам. Подготовка проводится силами инструкторов, участников специальной военной операции, имеющих большой боевой опыт. Главная задача нашего учебного центра – это научить ребят выжить в войне. Большинство бойцов наших проявили
мужество, героизм, стойкость, патриотизм. Вот. Несмотря на трудности там какие-то, все стояли твердо. Вот. Все убеждения свои даже еще приумножили, можно сказать. Вот патриотизм у нас даже еще больше стал, потому что мы своими глазами увидели, что творят эти нацисты, наемники по отношению к гражданским, по отношению к пленным солдатам, да. Это просто словами не передать. Поэтому мы на правильном пути. Правда за нами, и победа будет за нами. Мы непосредственно готовим ребят перед боем. Человек, изъявивший желание быть добровольцем, приходит к нам, проходит обучение военному делу по нескольким направлениям. И все уже вот по истечению какого-то времени инструктора у нас вот принимают решение, то, что вот этот человек готов. И все, ему предоставляется контракт, он подписывает контракт, и с этого момента он, скажем так, уже военнообязан. Все уже направляется в зону проведения СВО. Все это строится на собственном опыте. Да, вот, тут случайных людей нету. Все инструктора, и в том числе и я, да, допустим, руководитель, мы все прошли сами через это. И как люди, побывавшие там, уже на себе испытавшие все эти моменты, мы знаем все эти нюансы, как это будет, готовы проконсультировать в любой момент. Всегда находимся онлайн, на связи со своими курсантами. Здесь подготовку мы проходили специальную, то есть это она именно нацелена на современные боевые действия. То есть то, что мы в советское время готовились, это совсем иное. Здесь мы проходили тактическую медицину, здесь мы проходили подготовку по огневой подготовке, которая совсем иная, нежели то, что нас готовили в советское время. Здесь люди учатся делать все нужное автоматически, на автоматизме. Это зачастую по мышечной памяти. Почему? Потому что бывают случаи, когда вот шоковое состояние, ранение человек получил, да, вот шоковое состояние, и там немного времени для того, чтобы сделать себе помощь, доврачебную помощь. Это буквально вот несколько секунд, которые человек должен сам себе помочь. Ну и изучали взрывчатые вещества, там, мины, взрывчатые устройства, да? Потому что технология, она продвигается вперед, и сейчас множество различных видов появляется, которые с неба сбрасываются. Здесь готовили нас управлять БПЛА, отражению атаки именно БПЛА, потому что в современной войне сейчас это очень актуально. Вот. Когда мы пришли уже туда, на передок, где боевые действия проходят, это нам очень здорово помогло, потому что у нас было понятие, по сравнению с тем, что как бы с других регионов туда приезжают неподготовленные люди, наши бойцы намного подготовленнее были. Для вручения медали Луганской Народной Республики за боевые заслуги приглашается Находкин Николай Иванович. У меня гордость, и я тут беспокоюсь за братьев, которые сейчас там находятся, чтобы они вернулись живыми, целыми. Вот мое чувство, самое главное. Вот я поэтому, думаю, сижу тут, живой приехал. Спасибо моим инструкторам, вот, моим начальству в Ботур, когда меня подготавливали, тут отправляли. И моим друзьям боевым и командирам, отцам спасибо, что меня оберегли, и я приехал своим детям и жене, и матери, отцу. Как нас тут подготовили, вообще я, когда даже вот это говорю, мне
Тут вообще на душе становится так легко, и выговорить могу это с гордостью. Говорим им все, что, вот, что там опасно и все такое, да, и инструктора все время говорят, и бойцы приходят. Во время занятий бойцы приходят, да, и рассказывают, как там трудно. Вот, например, у нас медбрат химик, он вообще, вес у него, наверное, 52-50, ну такой вот щупленький мальчик. И вот он с начала войны он постоянно медбрат. Вот он воин. Все время воюет. Вот отдохнул и поехал. И у него, по-моему, уже 4-й контракт. Понимаете, он приходит и тоже ребятам рассказывает, вот как там на войне, как там трудно, как там тяжело. Родителям ничего не сказал, собрал документы, вещи, у меня там некоторые вещи были военные. Двинул в центр Ботор тренироваться. Вот. Я положил особое внимание по тактической медицине именно. У нас очень хорошо тренируют. Вот. Это очень сильно помогает психологически, физически. Ну, у нас в целом есть батальон, да, но отношение у нас братское, например. Ты можешь подойти к командиру батальона там, напрямую там, попросить что-то, да. Вот первое правило медика — это всегда непосредственно от ранения, ты всегда в первую очередь должен перетянуть жгутами пациента 300, перетягивать жгутами и осматривать все. Но это также зависит от обстановки. Вот. Есть красная зона, желтая зона и зеленая зона. Вот. Если человека затрехсотило в красной зоне, то его непосредственно надо сразу оттянуть в сторону тыла, там, где будет спокойно и там, где можно обрабатывать и перематывать. И все, потом ждет группа эвакуации. У нас группа эвакуации, кстати, очень хорошо работает. У медиков есть свой девиз, да, мы лезем туда, там, где ищут другие укрытия. Вот. Это вот наш девиз военных медиков и санитаров. Очень радостно видеть лица вот этих парней, которые вот с достоинством сдали свой экзамен, самый главный экзамен в жизни. И приходят такие радостные, все, уже обнимаемся, там, все, спасибо, ребята, там, спасибо инструкторам там, и так далее. Ну, действительно, тут чувствуется у нас как боевое братство. За все время работы учебного центра Ботор обратилось более 1800 человек, прошли обучение более 1000. Полученные знания только укрепляют боевые подразделения добровольцев из Якутии. Добровольцы отряда «Ботор» успешно выполняют поставленные боевые задачи на передовых позициях, показывают верность и преданность своей отчизне и своему долгу.